Ингурские спортсмены продолжают показывать все более внушительные результаты в различных видах единоборств. В числе триумфаторов и Мухаммед Талдиев, один из самых талантливых дзюдоистов в нашей республике, который в начале этого года сумел завоевать 3 золотые и 1 серебряную медаль. А спустя пару месяцев Мухаммед принял участие на международном турнире в городе Оренбург, где, проведя блестящие схватки, пополнил свою копилку еще 1 золотой медалью. Несколько дней отдыха и очередное феноменальное выступление на одном из международных турниров. Свыше 400 сильнейших дзюдоистов со всей Европы собрались на татами в столице Польши, в числе которых был и наш спортсмен. 16 поединков в 3 возрастных категориях. Ингурский танк в свойственной для себя манере не оставил ни единого шанса своим соперникам, став обладателем сразу 3 золотых медалей. Мухаммед, расскажи, как началась твоя спортивная карьера? Когда мне было 6 лет, отец привел нас с братом в зал дзюдо, и мы начали тренироваться. Вначале не все получалось, но я тренировался все больше и больше, чтобы становиться лучше с каждым днем. А почему ты именно дзюдо выбрал? Я не выбирал, выбрал мой отец, но мне очень нравится заниматься в дзюдо. Вот что тебе нравится именно в дзюдо? В дзюдо воспитываются такие качества, как смелость, честность, скромность, вежливость, уважение к окружающим. Вот когда ты дома находишься, помимо тренировок, ты сам смотришь по телевизору турниры по дзюдо? Конечно же, смотрю турниры, где участвуют наши дзюдоисты Муса, Хасан. Их очень сильно переживаю и делаю дуа за них. Вот если говорить про профессиональных дзюдоистов, есть ли такие спортсмены, на которых ты стараешься равняться, или же тебе нравится их борьба? Конечно же, есть очень много хороших спортсменов, но если честно, я стремлюсь к тому, чтобы равнялись на меня. Ну, смотри, Мухаммед, прошлый год для тебя был по-настоящему феноменальным, да? 28 турниров, 27 золотых медалей. Вот на твой взгляд, как ты выступил вообще в прошлом году? Очень тяжелые тренировки, много турниров, постоянно в поездке. Но если честно, результат по воле Аллаха был очень хорошим. Альхамдулиллях. А вот с началом этого года, Мухаммед, ты тоже участвовал, да, на нескольких турнирах. А где ты участвовал, какие места ты занял? Я участвовал в 4 международных турнирах в Беларуси, Латвии, в Польше, в Оренбурге и в Польше. Я занял 7 первых мест и 1 второе место по воле Аллаха. Вот теперь расскажи, Мухаммед, про свой тренировочный процесс. Сколько у тебя тренировок в неделю, как проходят у тебя тренировки? Сейчас мы тренируемся 2-3 раза в день, 6 дней в неделю, утром, днем и вечером. А так тренировки бывают разные, как скажет отец, так и тренируемся. Вот смотри, впереди какие у тебя турниры, известны ли какие-то турниры, как ты вообще готовишься к предстоящим турнирам? Сейчас мы готовимся на очень серьезном международном турнире в Варшаве. Иншаллах, я очень надеюсь, что меня допустят на этот турнир. Чувствую себя хорошо, альхамдулиллях. Вот какой результат ты хочешь показать на этом турнире, предстоящем турнире? И если в целом говорить в спорте, какая у тебя вообще цель? Конечно же, я хочу быть первым всегда и везде на всех турнирах. Я много тренируюсь для этого, я сделаю все, что в моих силах, а исход победы или поражения от Всевышнего Аллаха. Я хочу стать самым молодым олимпийским чемпионом, если на то воля Аллаха. Турниры позади, а значит самое время, чтобы начать подготовку к новым стартам.
Тренировочный процесс у этих ребят расписан буквально поминутно. Под чутким руководством тренера дневная тренировка у Мухаммеда и Ахмеда начинается в зале бразильского джиу-джитсу. В этом зале с ребятами работает профессиональный тренер, обладатель синего пояса Мурат Пугоев. Занимаемся мы недолго, может быть, недели 3 индивидуальные тренировки начались. Просто сейчас уже появилась необходимость в этом, потому что любой дзюдоист уже понимает, что без партера ему уже не обойтись, а любой, кто занимается джиу-джитсу, тоже все, не только в Европе, но и в России, в частности, все ходят на бразильское джиу-джитсу и, соответственно, кто занимается джиу-джитсу, ходят в дзюдо. Бразильское джиу-джитсу – боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которой является борьба в партере, а также болевые и удушающие приемы. В последнее время на турнирах по дзюдо спортсмены стараются завершить схватку, находясь в партере. Именно поэтому тренировки по джиу-джитсу – это прекрасная возможность для братьев Талдиевых быть во всеоружии к предстоящим турнирам. Нужно сказать, что, естественно, партер у них отстает, они настолько, сколько уделяет этому времени, настолько она устает. Но я знаю и я уверен в этом, у меня нет вообще ни капли сомнения, что они в этом плане, именно в борьбе в партере, именно что касаемо джиу-джитсу, они продвинутся очень далеко, потому что они ребята очень трудоспособные, схватывают, они ничего не боятся, поэтому абсолютно у меня нет сомнения, то, что они достигнут больших успехов, что касаемо именно бразильском джиу-джитсу, именно борьбы в партере, даже если они будут этим заниматься. И небольшие секреты, пока мы готовимся на Варшаву Open Judo. Почему? Потому что в Европе, особенно в Европе, это сейчас тенденция в России, это началось только сейчас, очень сильные дзюдоисты, я сам их знаю, очень многих, которые ходят на бразильское джиу-джитсу. И зачастую даже схватки по дзюдо выигрывают именно в партере. Поэтому, зная это, мы должны уже тоже вооружиться, зная, что в Европе очень интересуются и очень живо занимаются бразильским джиу-джитсу, поэтому мы тоже не хотим от этого отставать и иметь в своем арсенале все то, что имеют и они. Поэтому вот такая задумка, то есть это вот такая стратегия, которая нам необходимо нужна, потому что без этого никак. С наступлением вечера Мухаммед и Ахмед начинают тренировочный процесс своей стихии. Технический арсенал в дзюдо включает в себя следующие разделы: техника бросков, техника удержания, болевые и удушающие приемы. Но самые запоминающиеся для зрителя — это, конечно же, зрелищные броски. Мухаммед любит завершать свои схватки досрочно, и поэтому на каждой тренировке старается делать упор над совершенствованием бросковой техники. На данный момент у нас этап идет более такой входящий в серьезную тренировочную программу. На данный момент у них утром бывает с 9 до 10, а с 9 до 12 по дзюдо. С ним работает Диджо Михаил индивидуально. Также еще в Халмурзаевском зале тоже проходят тренировки по дзюдо с Исламом Кадзоевым и с Басиром Аздоевым. Потом у них обед, отдых, и с 4, с полчетвертого до 5 у них бывает йога. На данный момент чуть-чуть им нужно расслабиться, растянуться, более очень интересные моменты мы оттуда тоже извлекаем.
координация непосредственно. Потом у них еще есть, ну, в неделю у нас как бы по-разному идет. Через день идет йога, через день идет легкая атлетика. Тоже с 4 до 6 у них идет тоже легкая атлетика. Потом с 6 до 8 на данный момент у них на скорости ног они работают в тайквондо у Султана Паланкоева. Вот примерно в таком ключе. Ну, меняем мы как-то. Утром бывает и плавание с 8 до 9. Как бы вот. Бразильское джиу-джитсу — это неотъемлемая часть непосредственно в дзюдо, в современном дзюдо. Это такой вид спорта, который без него мы не можем обойтись. И, соответственно, их тренер Павлов Марат очень хорошо, очень грамотно и так вот индивидуально к ним подходит, что грех было бы не заниматься этим видом спорта. Аллах дал нам эту возможность, и сейчас на данный момент для нас это подарок, если честно. Любой тренировочный процесс должен быть разнообразным. Братья Талдиевы ежедневно проводят по 2 тренировки. Помимо тренировок по дзюдо, Мухаммед и Ахмед также посещают зал тэквондо. В этом виде спорта атлету необходимо активно использовать ноги в бою, причем как для ударов, так и для блоков. Совместные тренировки с тэквондистами помогают братьям Талдиевым развивать свою реакцию и устойчивость. Ахмед, расскажи вообще, как начинался твой спортивный путь, в каком зале ты начинал тренироваться? Изначально отец отдал меня в тэквондо. Тэквондо очень хороший и красивый вид спорта, но в Ингушетии не ценен должным образом. Потом через несколько времени отец отдал нас с братом дзюдо. Смотри, почему ты выбрал именно дзюдо? Наверняка ты хотел заниматься каким-нибудь другим видом спорта, да? Бокс, вольная борьба, греко-римская борьба. Почему именно дзюдо? Дзюдо — это один из самых массовых и престижных видов спорта в мире, и он идеально подходит для нашей религии ислам. В прошлом году у тебя была, да, небольшая травма, и, к сожалению, в этом году ты не смог участвовать в Оренбурге на турнире, да? Было тебе обидно, что ты не смог принять участие там? Конечно, мне было очень обидно, что я не смогу выступить на всех этих турнирах, на то была воля Аллаха. В прошлом году, Ахмед, у вас было 28 турниров, да, и ты вместе с отцом поддерживал своего брата, да? Вот на твой взгляд, где сложнее находиться, в углу или же самому выступать? Но если честно, 95% схватки Мухаммада переживать приходится. А где все-таки сложнее, самому выступать или же находиться в углу? Оба варианта по-своему сложны. Вот вы совсем недавно выступили с Мухаммедом на нескольких турнирах. Где было сложнее, на твой взгляд? Мухаммад выступил очень хорошо, я тоже выступил неплохо, если учитывать, что я вообще не готовился к этим турнирам. Вот в начале этого года ты вместе с братом принял участие на одном из турниров, хотя ты не планировал, да, там выступать. Прямо на месте ты решил участвовать. Как получилось так, что ты выступил там? Когда мы приехали на место проведения соревнований, там было очень много спортсменов из разных стран. Я сказал отцу, что я тоже хочу бороться. Теперь расскажи, к каким турнирам вы готовитесь, что у вас впереди? Сейчас мы будем готовиться к новым турнирам на осень. А как у вас проходят тренировки? Сколько у вас тренировок в неделю теперь? Сейчас мы тренируемся усиленно 12-15 раз в неделю. У нас 2 крупных турнира в сентябре и в октябре, иншаллах. А вот если общем говорить, Ахмед, какая у тебя цель, какие задачи вы ставите перед собой вместе с братом? Я хочу достичь самых высоких результатов в этом виде спорта. Тэквондо – это не только корейское направление боевых искусств, но и олимпийский вид спорта. В связи с этим учебно-тренировочная программа строится таким образом, чтобы подготовить спортсмена для выступления на соревнованиях по технике и спаррингам. По окончанию растяжки и разминки спортсмены выполняют отработку ударов по специальным ракеткам и лапам, что позволяет атлету совершенствовать скорость нанесения ударов.
Помимо тренировок в зале, Мухаммед Ахмед также занимается и на открытом воздухе. Под чутким присмотром тренера по легкой атлетике братья выполняют большой объем упражнений, направленных на улучшение скорости и ловкости, а также выполняют пробежку, которая позволяет развивать самый нужный аспект в любом виде спорта – выносливость. Начну, наверное, вообще то, что касается спорта. Спорт вообще базируется на 5 качествах. Любой вид спорта – это сила, это гибкость, ловкость, скорость и выносливость. То, что касается легкой атлетики, здесь задействовано около 30 видов. И, конечно, это переплетается еще с одним качеством – это гибкость. Насколько важна гибкость, наверное, это будет даже глупо об этом говорить. Каждый тренер, каждый специалист в этой области знает то, что одно без другого не живет. То, что касается направления йоги и ребят, с которыми мы вот буквально пару занятий только отработали, хочу сказать, что даст это направление, которое называется йогой. То есть это дополнительный резерв. Это гарантия травм, то, что организм будет застрахован от травм, растяжений и так далее. То есть это релакс очень хороший после напряжения. И грамотно, если использовать то, что касается этих статических асан, они дают очень много для человека, то есть для его роста. Братья Талдиевы свою спортивную карьеру начали совсем недавно, но за столь короткое время этих парней уже узнают не только в родной республике, но и далеко за ее пределами. Прогрессировать изо дня в день и идти к поставленной цели – вот что движет этими юными спортсменами. Сейчас на данный момент мы прошли полное медицинское обследование. Состояние у них с медицинской точки зрения все идеально, все хорошо. Месяц мы отдыхали после последнего турнира. Ахмад уже давно не тренируется после Рамадана, сейчас вот только они вместе начали тренировку, уже как бы с этой недели мы вот начинаем уже трехразовую тренировку в день. Состояние как бы сейчас на данный момент выступить пока да, рановато, надо еще подготовиться, тренироваться, потому что после отдыха входить в колею чуть-чуть сложновато бывает. Ну сейчас чуть-чуть они медленные, да, нужно и по скорости, когда организм целый день ничего не делает, он, соответственно, адаптируется к этому. Сейчас нужно по-любому хорошенько начать тренировочный процесс. На данный момент я даже, если честно, не хотел афишировать этот турнир за счет того, что он в Польше выступил на 3 возрастных категориях. В Польше он очень известен среди тренеров, среди спортивных клубов. 28-29 сентября в Варшаве должен пройти официальный рейтинговый турнир, международный турнир IGF, Международная федерация дзюдо проводит. Но там самый минимальный возраст выступающего – это 2004-2005 года, U16 называется, ну 16-летний. Мы подали туда заявку, попросили у знакомых, те, которые с ним непосредственно его видели на турнире, как он борется. Они между собой связываются с организаторами этого турнира. Сейчас ждем ответа. Надеемся и делаем дуа, чтобы его допустили на этот турнир, чисто Мухаммада. Ахмад будет готовиться, скорее всего, на турнирах в России и в Германию. В октябре будет Adler Open, где-то 11, по-моему, да, 12 октября он должен пройти в Германии. Туда будет готовиться Ахмад. И 14-15 в Москве тоже должен пройти тоже международный турнир. Посмотрим по его состоянию. Я хочу его выставить на эти 2 турнира. А Мухаммад, скорее всего, будет
выступать на этом турнире. Но этот турнир уже совсем другой уровень, это другой рейтинг. Ну, как премьер-лига. Пересаживаемся на Формулу-1, так можно сказать, уже совсем другой уровень. Впереди у этих ребят большое количество тренировок, сборов и, конечно же, турниры всероссийского и международного масштаба. Но самая главная цель, которую преследуют братья Талдиевы, это золотые медали Олимпийских игр 2028 года.